Якутское село Булганяхтах посетил международный эксперт Всемирного банка Джованни Аллегретти. Он ознакомился с ходом реализации республиканской программы поддержки местных инициатив. Эта программа предоставляет выделение средств поселениям в размере 1 миллиона рублей из бюджета республики на поддержку одного социально значимого проекта. Помимо субсидий от государства необходим вклад со стороны местного бюджета не менее 5% и со стороны населения не менее 3%. О том, почему опытом Якутии заинтересовались на международном уровне, рассказывает Виолетта Засимова. Активную реализацию программы поддержки местных инициатив республика начала в 2017 году. Для апробации были отобраны 5 районов, среди них Хангаласский Улус. Тогда в бюджете республики заложили средства в размере 32 миллионов рублей. С этого года программа стала доступной для всех районов республики. Объем финансирования вырос до 500 миллионов рублей. Изучить практику якутских поселений в сфере инициативного бюджетирования прибыл Джованни Аллегретти. Первое, что хотелось бы сказать, это низкая плотность населения. И мне хотелось бы понять, каким образом вот в рамках здешних климатических условий с очень длинной зимой и возможно реализовывать такие проекты. Как это влияет на цикл проектов партиципаторного бюджетирования? Второе, мне хотелось бы понять, каким образом работает здесь софинансирование. Как люди участвуют, даже если их просят в том числе вложиться своим рублем. В селе Булганяхтах первым реализованным проектом по программе поддержки местных инициатив стала уличная спортивная площадка. Решение о том, что необходимо строить именно этот объект, население приняло на сельском сходе. В обсуждении участвовали более 200 сельчан. И вот совсем недавно состоялось торжественное открытие данной площадки. На строительство было затрачено 2 миллиона 400 тысяч рублей. Это и средства субсидий в размере 1 миллиона рублей, средства из местного бюджета, еще около 200 тысяч рублей собрали сами жители. К тому же материалами помогли спонсоры. Активно участвовали во всех мероприятиях. Мы вот делали, например, в селе сначала начали с ярмарки благотворительной. Каждый человек участвовал в этой ярмарке. Наши индивидуальные предприниматели, наши организации, учреждения и население. Но на одном реализованном проекте в Наслеге не собираются останавливаться и надеются, что программа будет действовать еще не 1 год. Если в прошлом году был один проект, можно было участвовать по одному проекту, то в этом году уже можно было участвовать в 2 проектах. Это 2 проекта: это благоустройство и ограждение многофункционального культурного центра, и второй проект — это сельская баня. Ремонт общественной бани. Международный эксперт по достоинству оценил реализацию программы в Наслеге и призвал активно распространять якутский опыт инициативного бюджетирования. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.